«Приключения Шараха». Именно так называется второй сборник рассказов молодого автора Ардашеса Овсепяна. Оригинал произведения написан на русском языке, но по желанию самого Ардашеса книга переведена и на абхазский язык. В сборник вошли 10 юмористических рассказов: «Шарах и айфон», «День выборов», «Абхазы и мороз», «В бизнесе только девушки», «Ажейпща» и другие. Описываемые события взяты из жизни самого автора. Как вообще начал писать? Конечно, сейчас, знаете, вот искать повод, чтобы сказать, да и просто взял и написал первую страницу, как это говорится. Потом пришла вторая новая страница, потом Шарах с Тадари встали, отправились к Джарназу, появился Джарназ, Джарназ им посоветовал, потом появился Андрей Гудаля, Бенни Ардашин и все остальные. Один варил мамалыгу, третий варил. Это так получился первый рассказ. Ардашес удивительно ощущает в то время, в котором он находится. Материал буквально не надуман. Это с тем, с чем он сталкивается. Знаете, будучи еще в команде КВНщиков, великолепно у него есть какой-то юмор, который он здесь постоянно в этом присутствует. Ардашес Овсепян – выпускник Абхазского государственного университета, сегодня депутат Сухумского городского собрания. Интересно, что окончил Ардашес физико-математический факультет, но всегда мечтал заниматься творчеством. Писать начал не так давно, 4 года назад. По словам начинающего писателя, у него не было сомнений в том, что второй сборник его рассказов выйдет именно на абхазском языке, ведь в полной мере передать культуру и самобытность абхазского народа можно только на родном языке. Когда мне говорят, вот, выигрышный вариант абхазский, да так и должно быть, он должен был быть здесь выигрышным, поэтому действительно и непосредственно мы занялись переводом. Вот мне 27 лет, да, вот вы видите, 2 книги написал, я до сих пор не знаю, как первый тост вот на русском языке, вот за столе сидишь там, вот за Всевышнего, как на русском сказать. Вот абхазы говорят, язык не понимаешь, как-то язык льется красиво, интонация, все, точки, даже не понимает, ты слушаешь человека, а на русском языке пытаешься сказать, как-то не получается. И очень такие многие моменты, которые могли произойти только в Абхазии, они не могли произойти где-нибудь, допустим, вот когда человек зовет «Шарах, о, Шарах, сахар, есть сахар», ну тут на абхазском должно быть, но не бывает так на русском, чтобы человек с соседнего дома орал «Сахар есть, да, приходи, мешок остался». Но вот очень много таких моментов. На презентацию книги пришли депутаты парламента и городского собрания, члены Союза писателей Абхазии, родственники и друзья Ардашеса Овсепяна. Автор сумел в своих рассказах в точности передать национальный колорит абхазского народа, отмечали они. Меня что поразило, да, вот парень воспитанный, интеллигентный, в традиционной армянской семье, вот так тонко прочувствовать юмор, да, вот нюансы вот, нашего быта, это просто вот, и теперь Аляс тоже выдал, вот, в горах он спрашивал, это как, кто, как все это он взял и выдал в своем, скажу так, произведении. Ардаш я на первой был, читал первую, сейчас большой шаг и вперед, и наверх. На самом деле было приятно, честно говоря, был поражен, когда человек над собой работает, да, всегда это дает результат. Книга написана простым языком, читается легко. Вот почему для Оситы Квициня, Сусаны Тани и Илоны Квициня, занимавшихся переводом, не возникло сложности в работе. Я свято верила, что я работаю с человеком, у которого обязательно в доме кто-то абхаз. Но не бывает такого, но это мое восприятие. А потом, не даст он соврать, я спросила, Ардаш, кто у тебя абхаз? Он так скромно так опустился. Ну, никого. То, что человек не абхазской национальности и приносит с абхазским колоритом рассказ, это уже для меня так патриотически, это мое слабое место, я не могла сказать верно. В каждом рассказе чувствуется любовь автора к своей родине, родным, друзьям. В некоторых рассказах Ардашес Овсепян дал вымышленные имена своим героям, но друзья автора с легкостью узнавали себя. Эта книжка имеет право на жизнь, она найдет своего читателя. Я прочитал с удовольствием, на одном дыхании. Я вспомнил очень многие истории, в которых я лично принимал участие. Ну, ты обыгрываешь какие-то моменты, но тем не менее, я тебя от всей души поздравляю. Начинающий писатель Ардашес Овсепян намерен продолжить свое творчество и порадовать читателей еще не одной книгой. Алика Трабш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение.